Здравствуйте, на ТНВ. Новости Татарстана. В студии Миляуша Кашапова. И мы готовы рассказать о событиях дня к этому часу. Взрыв бытового газа в Нижнекамске. Был мощный взрыв, то есть у меня в комнате выбило окно, дверь межкомнатную. Что послужило причиной, сколько пострадавших и какую им окажут поддержку, расскажет Павел Драгунов. Прицел на пернатую дичь. Умный пес понимает все команды, находит дичь, ищет и подает по команде. В Татарстане открылся сезон охоты на болотно-луговую дичь. На охоту вместе с подружейными собаками и охотниками вышла и Нафиса Минязова. Время героев. Мы брали фильмы именно с человеческой историей, где мы можем следить за героем и прям какую-то трансформацию даже наблюдать. В Казани открылся международный фестиваль документальных фильмов о героях СВО. С церемонии открытия Рамиль Шайдуллин. Начинаем выпуск с ЧП в Нижнекамске. Здесь произошел взрыв в 11-м доме на улице Вахитова. Все произошло в 5 утра. Один мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован. Пожилая женщина получила легкие травмы. Сейчас она находится на амбулаторном лечении. 9 человек, включая одного ребенка, вывели из дома спасатели. 15 жильцов сами покинули здание. Следователи возбудили уголовное дело. Как помогает пострадавшим, пригоден ли дом для проживания и в чем причина ЧП. Все подробности у Павла Драгунова. Момент взрыва газа попал на камеру видеонаблюдения у дома напротив. Все случилось в 5 утра в 11-м доме на улице Вахитова. На кадрах видно, как от взрывной волны разлетаются стекла соседних балконов. Прохожий, который в момент хлопка проходил мимо эпицентра, чудом остался жив. Окна вместе с рамой, все залетело в комнату. Я проснулась, первым делом побежала сына смотреть, а потом просто вспомнила, что он у меня не дома. Вот. И быстрее с папой мы вышли, быстрее, даже что успели, то одели. Я выходила, краем глаза увидела то, что просто в зале по стене трещина. Все жильцы в спешке начали покидать квартиры. Мы проснулись в 5 утра от того, что был мощный взрыв, то есть у меня в комнате выбило окно, дверь межкомнатную, и был жуткий запах газа. То есть мы проснулись, я, честно говоря, думала, что у машины просто газовый баллон взорвался. Потом уже, когда вышла с этой стороны на балкон, я увидела, что он здесь лежит, уже люди начинают спасать, кричать. И взяла документы и с ребенком вышли на улицу. Спасатели эвакуировали 9 человек, в том числе одного ребенка. 15 жильцов сами покинули дом, 2 пострадали. Пострадавшие госпитализированы. Прокуратура совместно со специалистами профильных ведомств выяснит причины обстоятельств случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства при обеспечении безопасности и использовании содержания внутридомового газового оборудования. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования. Один из пострадавших – мужчина. Именно в его квартире прогремел взрыв. С сильными ожогами его госпитализировали в больницу. Сейчас он в реанимации. Кроме него легкие травмы получила пожилая женщина. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой. С учетом тяжести состояния приглашены специалисты РКБ. Они уже прибыли, проконсультировали. Степень ожогов 2-я, 3-я стадия, больше там даже 3-й стадии. И процент ожогов до 85-90%. Тяжесть состояния, естественно, с учетом полученной травмы, усугубление состояния произойдет на 2-е, 3-е сутки. Сейчас жильцы дома размещены в ближайшей школе. Для них организовали горячее питание. На месте ЧП работают экстренные службы и специальная комиссия. Эксперты проверяют повреждения здания и оценивают его безопасность. Создан оперативный штаб. В администрации города прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Прошу поэтапно с спасателями, МЧСниками обеспечить доступ к квартире без учета возможности разрушения, потому что очень много и документов там, да, и продукты питания, там, и другие вещи есть. Нами сегодня приглашены эксперты с набережных Челнов. Так уж получилось, что это их не 5-й дом,
которые они проводят обследование и дают рекомендации строителям. Всего к ликвидации аварии было привлечено 112 человек, из них 36 единиц техники. В настоящее время устанавливаются подпорки для того, чтобы не допустить дальнейшее разрушение. Делается это совместно с спасательными органами ЧС и строителями. По предварительным данным имеется деформация некоторых несущих конструкций, то есть это и плит-перекрытие в месте взрыва, и боковых конструкций. По предварительной оценке подлежит восстановлению. Дом был газифицирован. Последняя проверка и техническое обслуживание оборудования было месяц назад, 19 июня, говорят специалисты. Замечаний по состоянию не было. Там бы склонны полагать, что, скорее всего, нарушение правил пользования газовыми приборами. Ждем результатов все-таки. Исходя из этого, уже будем принимать какие-то мероприятия по недопущению таких происшествий. Причины ЧП пока выясняют. Местные жители говорят, взрыв прогремел в квартире, где жила неблагополучная семья. Хозяин нигде не работал и злоупотреблял алкоголем. Вместе с ним проживал сын, который пострадал в момент взрыва. По данным следствия, 26-летний молодой человек перед хлопком вышел на балкон покурить, после чего его выбросил на улицу ударной волной. Неблагополучно уже. Он выпивал, когда он на инвалидности, нигде не работал. А сын где-то в Челнах работал, приезжал к нему. Накануне они поругались с ним. Вот. Он успел уйти с утра, а он сына выбросил волной на газон. По факту взрыва следователи возбудили уголовное дело. Квартиры взяты под охрану Росгвардии, чтобы исключить случаи мародерства. Решается вопрос о возмещении ущерба и помощи пострадавшим. Павел Драгунов, Рафаэль Ракипов, Булат Абдульманов, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. В пункте временного размещения сейчас находятся 19 человек, в том числе дети. Они остались без жилья, и сейчас муниципалитет решает судьбу их дальнейшего заселения. Пока пострадавшие приходят в себя, им оказывают психологическую и медицинскую помощь. На завтрак мы кормили, каша была «Дружба», яичко, сыр, чай. Горячая еда, возможность отдохнуть и справиться со стрессом. Для жителей дома, где сегодня прогремел взрыв, сейчас это самое главное. Завтрак, обед и ужин им привозят в 12-ю школу Нижнекамска. Здесь для них организовали пункт временного размещения. За здоровьем жителей следят медики. На обед уже сейчас все привезли, организовано. Борщ, гречка с тефтерями, огурцы, хлеб, компот. Есть где расположиться, отдохнуть и разместить уцелевшие вещи. Спортзал стал временным хранилищем. Сюда можно перевезти не только одежду, но и бытовую технику, мебель, другие ценные предметы из разрушенных квартир. Зоной отдыха стал учебный класс. Здесь можно обратиться за психологической и медицинской помощью. Сейчас временное жилье требуется 19 жителям Нижнекамска. Для них зарезервированы все свободные номера гостиницы «Кама». В ближайшее время их расселят там. Алия Хайрудинова, Светлана Шумкова, Илья Челноков, ТНВ, Нижнекамск. Аналогичные случаи уже были в нашей республике. В марте 2021 года в Зеленодольске взрыв газа в жилом доме унес жизни 2 человек. В квартире жил пожилой мужчина, который потерял жену. По версии следствия, он мог спровоцировать ЧП, в котором и погиб. В октябре 2021 в Набережных Челнах похожий случай. Тогда от взрыва газа пострадали сразу 3 подъезда. Были разрушены 6 квартир. Погибла 22-летняя девушка. Взрыв произошел в квартире на 4-м этаже 11-го подъезда, где проживал одинокий 70-летний пенсионер. Несколько лет он находился на учете у нарколога из-за алкогольной зависимости. После ЧП дом признали непригодным для проживания. Восстановление обошлось в 80 миллионов рублей. Вернуться в свои квартиры челнинцы, как и зеленодольцы, смогли в канун Нового года. Другим темам сегодня в Казани открылся международный фестиваль документального кино «Время героев». Здесь представили фильмы о героях специальной военной операции. Картины как о мужественных воинах, так и о врачах, предпринимателях, военкорах и актерах, которые каждый день рискуют жизнью на Донбассе. Свои работы на фестиваль привезла телеведущая Анна Чапман. О своем опыте на СВО рассказала и певица Юлия Чечерина, которая известна своей поддержкой бойцов на передовой с 2014 года. Несколько документальных картин представит и Татарстан. 2 фильма от ТНВ. Их сняли Зуфар Давлетшин и Андрей Ключников. Кадры, которые могут растрогать каждого. Жители Донбасса пытаются вернуться к мирной жизни после 8 лет бомбежек. И это то, что осталось в кадре, что сняли документалисты в зоне СВО. Сидящие на передних рядах ветераны с трудом сдерживают слезы, потому что знают, как это было. Люди должны знать, какой ценой достигается победа. То, что молодые ребята, на которых
Россия может положиться. Таких картин 15. Они представлены в рамках фестиваля «Арти-Док. Время героев». Мы поняли, что у людей есть вот эта потребность, да, приходить, смотреть кино, сопереживать все это вместе. А у нас есть очень много фильмов. Впервые фестиваль прошел в Москве в годовщину начала СВО. Но люди просили показать эти фильмы еще и в регионах. Сегодня он в Казани. Именно документальное кино, как правило, показывает героев страны, показывает людей, которые создают славу в стране и формируют мнение об этой стране. Программа объединена общей идеей. Это «Время героев». Каждый фильм – неповторимая история, за которой стоят реальные люди. В нашей стране очень много героев, людей, которые жертвуют собой ради общего дела, ради нашей страны. И очень важно показывать их судьбу, показывать их личности, делать так, чтобы они так или иначе были известны другим, чтобы многие хотели опираться на их опыт. Надеюсь, сработает хотя бы на кого-нибудь. Даже если не на всех, хотя бы на какой-то малый процент, уже, я считаю, хорошо. Есть два искусства, которые выстреливают гораздо быстрее и гораздо эффективнее. Это документальное кино и это поэзия. И вот мы сейчас наблюдаем за последние 1,5 года резкий всплеск интереса, во-первых, а во-вторых, появилось большое количество новых имен, ярких, мощных. О том, что документальное кино сегодня – это не просто набор фактов и художественных приемов, а в первую очередь истории реальных людей, говорят и сами работы. Вот фильм про Донбасс, а вот этот конкретно про Лисичанск, про то, как люди живут там сейчас. Я же горжусь тем, что я родился и живу в России. Сразу две картины во время своих поездок в ЛНР сняли и наши коллеги Зуфар Давлетшин и Андрей Ключников. Первый фильм у нас был основан на наших добровольцах, батальоны Алга и Тимир, и Лисичанске, да, там вот наш вот Баракин, зампремьер-министра, ответственный за это. То есть мы показали, что там происходит, и, само собой, показали и быт, и, скажем так, мысли наших мобилизованных. Открывает фестиваль большая премьера. Фильм «Казаки» о жизни штурмового казачьего батальона «Крым». А уже завтра ожидается насыщенный показ картин со всей России и других стран мира. Всех, кто увидел и показал реальную картину происходящего. Рамиль Шадыль, Владимир Ларионов, ТНВ, Казань. С мобилизованными земляками, прибывшими в краткосрочный отпуск сегодня в Лениногорске, встретился глава района Рягат Хусаинов. Военнослужащие рассказали о боевых буднях и поблагодарили всех татарстанцев, кто оказывает поддержку и участвует в отправке гуманитарной помощи. Рягат Хусаинов, в свою очередь, заверил, обещание о поддержке семей бойцов выполняется полностью. Налажено взаимодействие, которое позволяет быстро решать возникающие вопросы. В Лениногорске открылся филиал фонда «Защитники Отечества», куда могут обратиться как сами мобилизованные, так и их родственники. Итогами доволен. Хотел задать вопрос по поводу помощи раненому, потому что с роты раненый с Лениногорска есть. Вопрос задал, ответом доволен, обещали помочь. Все вовремя, все как положено, все, семья очень скучает, ждет и морально поддерживает меня и всех. Убеждаемся, что эти встречи и важны, и интересны, и что для них это тоже очень интересно прийти здесь, рассказать о делах, пообщаться и даже выразить слова благодарности от имени коллег, от родителей, от семей своих. В Набережных Челнах в семье военнослужащего зоны СВО пополнение. Родилась дочь. Малышку назвали Сылу. В переводе с татарского означает «счастливая». Это второй ребенок в семье. Молодой папа на выписке присутствовать не мог. Он находится на службе в зоне спецоперации. О радостном событии узнал по телефону. Поздравить маму и познакомиться с малышкой пришли родственники, а также мэр Челнов Наиль Магдеев. Он вручил семье набор для новорожденного и материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Мы обещали нашим солдатам, которые ушли в зону специальной военной операции, что мы здесь, в тылу, будем делать все, чтобы поддержать семьи наших воинов. И мы это делаем. С волонтерами, занимающимися сбором и отправкой гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, сегодня в Набережных Челнах встретилась депутат Госдумы Альфия Кагугина. Активисты рассказали о работе городского объединения, с какими вопросами сталкиваются чаще всего. Сегодня же очередная партия гуманитарного груза была передана для отправки в госпиталь Луганска и мобилизованным челнинцам.
В Татарстан с рабочей поездкой прибыл президент Сенегала Маки Салл. В аэропорту Казани его встретил Рустам Минниханов. В нашей республике глава африканского государства ознакомится с промышленным потенциалом Татарстана, посетит ряд культурных и спортивных объектов. В пятницу Маки Салл примет участие в саммите «Россия-Африка», который пройдет в Санкт-Петербурге. Сегодня в Доме правительства Рустам Минниханов встретился с руководством Минюста страны, первым заместителем министра Евгением Заборчуком и заместителем министра Олегом Свириденко. Они обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Особое внимание уделили реализации проекта «Квартал юстиции», который в августе прошлого года открыли на улице Хади Такташа. В комплексе размещены центры юридической и правовой помощи, Центр содействия развитию гражданских инициатив и управление Минюста. И сегодня Рустам Минниханов встретился с начальником глав госэкспертизы страны Игорем Маныловым. Обсуждались вопросы реализации национальных проектов и ряда других программ на территории республики. Как отметил Игорь Манылов, Татарстан на втором месте по количеству выданных заключений. Здесь работает приволжский филиал глав госэкспертизы. По его словам, экспертные организации республики активно внедряют в свою работу новейшие цифровые технологии. Сегодня Рустам Минниханов посетил здание Минздрава. Он ознакомился с проведенной здесь реконструкцией и ремонтными работами. Двухэтажное здание по улице Бутлерова было построено в 1914 году. Через 6 лет его передали Республиканскому институту для усовершенствования врачей. Рустам Минниханов осмотрел отдел организации медпомощи детям и службы родовспоможения, отдел по приему граждан и управление по контролю стандартов качества медицинской деятельности. В здании также имеются конференц-залы и музеи, а в комнате ожидания одна стена оформлена в историческом аспекте. Здесь вывешены фотографии всех, кто когда-то возглавлял ведомство. В это здание медики переехали в начале года. До этого министерство размещалось на Островского. Здесь мы сделали в таком историческом конспекте все руководители, наркома, первый нарком здравоохранения, средний министр. Премьер-министр Алексей Песошин избран на пост председателя Совета директоров Татэнерго. Единогласное решение было принято сегодня на заседании в Доме правительства. Здесь же избрали членов комитетов Совета директоров и утвердили план работы компании на второе полугодие 2023-го. Кроме этого, обратили внимание на поручение Кабмина об организации эффективной работы системы теплоснабжения «Агрыза». Вузам не из кого выбирать, кто в Татарстане поступит на бюджетные места для будущих инженеров и кому не хватит достойных абитуриентов. Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Татарстан продолжает активно развивать внутренний туризм. На сегодняшний день в республике работают 42 природных баз отдыха. Это глэмпинги, кемпинги и эко-отели. Здесь созданы все удобства. Каркасные шатры, экскурсии по местным достопримечательностям, мангалы, родник, аренда моторных лодок и велосипедов. Время провождения здесь ничем не уступает отдыху за границей. Путешественники также могут присоединиться к проекту «Волжские тропы». Это туристический маршрут от парка Урицкого Казани до села Кирельская в Камско-Устинском районе. Программа путешествия фиксируется в приложении. Скачать его может любой желающий. К следующему году первую очередь Волжской тропы планируют обустроить. Параллельно в республике продолжается программа очистки и благоустройства пляжей. Для этого выделено более 177 миллионов рублей. В 2021 году республика получила поддержку на 18 проектов. Это на общую сумму 47 миллионов рублей. Из них 10 проектов были связаны как раз-таки с развитием инфраструктуры глэмпингов, то есть созданием новых домиков, дополнительной инфраструктуры. Сегодня в Татарстане открылся сезон охоты на пернатую дичь. В списке разрешенных 2 десятка различных видов болотно-луговой птицы. До 2 сентября охотиться на них можно только с подружейными собаками и ловчими птицами. Без них на охоту выходить нельзя. Это грозит лишением лицензии. Нарушители, в свою очередь, под прицелом надзорных органов. Об особенностях национальной охоты. Нафиса Минязова. У нас идет охота на болотно-луговую дичь. У нас в приоритете сегодня кулик. Олег Сурулев уже более 10 лет ходит на охоту. Последние 4 с собакой по кличке Бим. Она помогает ему добывать дичь. Любовь к такому хобби привили ему дед и отец. 9 лет брал постоянно с собой на охоту. Учил меня этому, втягивал в это, занимательное хобби. Очень нравилось. И сейчас сын растет, тоже просит, постоянно с собой его беру.
Говорит, сезон охоты на болотно-луговую дичь ждал с нетерпением. Начало сезона для него всегда праздник. Охотничьи породы вообще все очень добрые. У них нет агрессии к человеку. Виталий и Светлана Пименовы ходят на охоту всей семьей, в том числе и собака по кличке Мадонна. Супруг эксперт в этом деле уже 20 лет, жена всего год. Супруге сделал подарок, купил собаку. И мы узнали, что, оказывается, с этой собакой можно охотиться. Попробовали, получилось, стали учиться. Когда собака находит дичь, она обозначает ее стойкой. Красивой, картинной стойкой. После этого мы подходим с супругом, готовимся к выстрелу. По команде «дай» она бросается в сторону причуянной птицы и поднимает ее на крыло. С 25 июля открылся сезон охоты на болотно-луговую дичь именно с подружейными собаками. С одной собакой на охоту могут выходить не более 3 охотников. И если сейчас надзорные органы заметят охотника, добывающего дичь без собаки, это может грозить лишением охотничьего билета. С этого дня в Татарстане разрешена охота на 2 десятка вида дичи. Под запретом краснокнижная, например, пастушок, улит большой, травник и веретенник. Охота на редких птиц квалифицируется как преступление средней степени тяжести. Наказание до 4 лет лишения свободы. У охотника должно быть разрешение на охоту. Если это в общедоступных угодьях, только разрешение. Если в закрепленных угодьях, должна быть еще путевка. Также документы, как сказал, на собаку. За нарушение правил охоты предусматривается здесь штрафы от 500 рублей до 4000. В сезон охоты на болотно-луговую дичь важно помнить, нельзя стрелять по низколетящей птице и по той, что сидит на проводах. Также охотник должен перевозить ружье разряженным и в чехле. Сейчас в Татарстане у 60 тысяч человек на руках охотничий билет. Как говорят надзорные органы, грубых нарушений с каждым годом становится все меньше. С начала 2023-го выписали более 360 штрафов. В этом сезоне поохотиться на болотно-луговую дичь можно до 5 декабря, но до 2 сентября только с собакой. Это своего рода поощрение для владельцев четвероногих, объяснили в комитете по биоресурсам. Псы выманивают только птиц, которые умеют летать. Слабые птенцы остаются в гнезде. Это помогает сохранить потомство. Сезон охоты на боровую и полевую птицу откроется с 5 августа, на водоплавающую с 12. Для добычи в Татарстане есть 83 закрепленных угодья. Нафиса Минязова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Лаишевский район. Соборную мечеть, 2-ю линию метро, новое здание театра Камала в масштабе 1 к 1. Построить не только существующие объекты республики, но и спроектировать Татарстан будущего можно в виртуальной реальности легендарной компьютерной игры «Майнкрафт». Такую возможность дает 3-й турнир конкурса «Таткрафт 3.0». У виртуальных строителей есть время до 7 августа. Принять участие может каждый. Для этого нужно иметь лицензионный доступ к игре «Майнкрафт» и пройти подготовку, которая займет не более 3 часов. Конкурс проводится в сотрудничестве с мэриями татарстанских городов. К проекту присоединились Альметьевск, Нижнекамск, Елабуга, Набережные Челны, Чистополь, Зеленодольск. На странице в соцсетях пройдет голосование, и горожане сами выберут объекты, которые хотели бы видеть в игре. Главный критерий оценки – максимально точный перенос объекта из реального мира в виртуальный. Призовой фонд конкурса – 40 тысяч рублей. Проект, в рамках которого мы проводим наш конкурс, является мировым, и то есть любой желающий, любой владелец лицензионной версии игры Майнкрафт может отправиться в Татарстан и посмотреть на него воочию. И даже сам при желании, при возможностях он может начать возводить, допустим, пусть это будет человек там, из Ямайки какой-нибудь или Австралии, в этом нет никаких проблем. И да, любой желающий, то есть сейчас уже может присоединиться к нашему конкурсу. Хотелось бы таким образом наиболее плотный контакт наладить с той молодежной культурой, которая существует в этой среде. И, может быть, кто-то из участников захочет приехать в Нижнекамск, может быть, даже переехать на постоянное место жительства. Мы всегда будем рады, если через еще один канал распространения, если через еще одну вселенную наши молодые люди России будут больше узнавать о нашем городе. Сегодня в Казани стартовал финал Кубка России по плаванию. На протяжении 5 дней в бассейне Дворца водных видов спорта за почетный трофей будут бороться более 600 сильнейших пловцов со всей нашей страны и Республики Беларусь. О специальном призе для дополнительной мотивации спортсменов, почетных гостях и участников соревнований расскажет Ирина Васильева. Она побывала на первых заплывах.
Дворец водных видов спорта Казани утопает в овациях. Казань уже принимала в 2015-м чемпионат ФИНА, поэтому поклонников этого вида спорта море. Сегодня дали старт финалу Кубка России по плаванию. Поздравить спортсменов лично приехал и советский пловец, многократный чемпион мира, Европы, рекордсмен Владимир Сальников. Сейчас он занимает пост президента Всероссийской Федерации плавания. Всегда ожидаются высокие результаты. Здесь, в этом бассейне, уже не раз бились и рекорды, и самые значимые мировые, кстати, которые были утверждены недавно ФИНА. Вот, буквально последний рекорд крайней Чекуновой был утвержден. Состязания начались с самого утра. В 9 часов стартовала предварительная программа. С 6 часов вечера проходят полуфинальные и финальные заплывы. На эти дорожки бассейна выйдут свыше 600 сильнейших спортсменов России и Республики Беларусь. В их числе есть и олимпийские призеры. Несмотря на это, здесь у всех спортсменов разные задачи. Кто-то пытается попасть в сборную России, а кто-то главной целью ставит получение звания мастера спорта. Ну а кто-то просто пытается улучшить свои предыдущие достижения. Свои силы в финале продемонстрируют и самые яркие звезды российской сборной по плаванию. Евгений Рылов, Иван Гирев, Климент Колесников, Евгения Чекунова. Для участников дистанция в 50, 100 и 200 метров на спине, брасом и кролем. Сегодня я, конечно, на 2 секунды улучшу, но мы планировали еще сильнее проплыть. Но в итоге ничего, будем стараться дальше. Я очень долго готовилась к ним, были сборы перед ними. И большой этап подготовки пройден. Важный старт, и утром получилось отобраться в полуфинал. Это мой первый полуфинал на крупных соревнованиях. А вот и самый главный трофей соревнований – хрустальный кубок. В дополнение к нему участники могут также выиграть и денежные призы. По 1 000 000 рублей получат участники, показавшие или превзошедшие результат победителя чемпионата мира, который параллельно проходит в Японии по водным видам спорта. К такому решению пришли в оргкомитете. Я здесь, правда, благодарен, то, что было принято решение, вот такую мотивацию добавили. То есть не просто спортивный результат, а если ты, правда, выплывешь, тебе еще такой хороший, достойный бонус. Поэтому я думаю, что ребята будут точно стремиться и не только повторить результат чемпионата мира, но и его улучшить. Финальный этап Кубка России по плаванию продлится 5 дней. Предварительные заплывы в утренней программе. Финала ежедневно вечером. Сирина Васильева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Это все, о чем мы успели вам рассказать к этому часу. Сейчас прогноз погоды на завтра. Я с вами прощаюсь. Хорошего вечера и до встречи. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии – транспортного светофора. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть или трамвайные пути после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе проезжей части дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам, так что необходимо спешиваться. Требуются сотрудники на прием и распределение товара на складском комплексе Wildberries. Опыт работы не требуется, мы всему вас научим. Скачай приложение WB Job, заполни анкету и выбери удобное место работы. Ждем тебя в нашей команде. Информация о погоде на ТНВ. По данным сервиса Яндекс.Погода, в среду в Бугульме, Бавлах и Азнакаево ожидается переменная облачность. Здесь преимущественно без осадков. Ожидается 15 градусов тепла в ночное время, днем плюс 25. Аналогичная ситуация в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Малооблачно и без осадков. Ожидается ночью 16 градусов тепла, в дневное время 25 градусов выше 0. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше вероятность осадков небольшая. В ночное время до 16 градусов тепла, а днем до плюс 25.
В Арске, Кукмаре и Балтасе осадки не ожидаются, но сохраняется облачная погода. Температура ночью около 15 тепла, а днем до плюс 24. В Болгаре, Дрожжаном и Буинске ожидается жаркая погода без дождей. Температура ночью повысится до 17 тепла, днем будет жарко до плюс 29. Преимущественно без осадков в Альметьевске, Чистополе и Мамадыше. Температура ночью около 15 тепла, днем до 26 градусов со знаком плюс. К четвергу температура по республике достигнет 30-градусной отметки. В Казани переменная облачность, осадки не ожидаются. Ночью около 16 градусов выше 0, днем потеплеет до плюс 26. Ветер умеренный до сильного, атмосферное давление и влажность воздуха в пределах нормы. Магнитное поле Земли спокойное. Смотрите ТНВ и будьте в курсе всех изменений.